Бир ай мурда Военно Антоновкадагы балдар үйүндө каргашалуу окуя катталып, анда тарбияланып жаткан Игорь Якунин аттуу өспүрүм көз жумган. Богдан Якунин токмоктолуп каза болгон Игорь Якуниндин бир тууганы. Ал инисинин өлүмү боюнча мурда айтылбаган жагдайларга токтолуп, иниси унаанын багажында өмүрүнүн акыркы демин алганын айтып берди. Мне позвонили утром дети из детдома, воспитанники детского дома, ребята, и сообщили о такой новости. После чего я позвонил Галине Николаевне, заместителю директора, и уточнил это, когда она мне подтвердила. Также сказала, что подъехал я к 5 вечера туда. Я сначала, конечно, не поверил, я сказал, если это шутка, не обижайтесь. По их словам уже было видно, что так шутить нельзя, поэтому я сразу перезвонил Галине Николаевне и спросил у нее. После чего она сказала мне и сказала подъехать, и отключился. Ситуацию они описали, это которые дети из 4-й семьи, где я раньше тоже жил. Они в это время присутствовали, это старший мальчик их собрал, вроде бы из-за штанов, и из-за того, что они за территорию убегают. Они штаны, что ли, его не потеряли или что. Он их собрал. Игорю сказал, говорит им всем, вы охренели, всякое такое, сейчас я с вами разберусь. Игорю говорит, давай я с тобой побыстрее разберусь, да, и ты пойдешь сторожить за дверь. После чего он Игоря поставил возле кровати, нанес ему, по их словам, 4 удара слабых и 5-й удар очень сильный в область сердца. После чего Игорь сделал к двери несколько шагов и упал. У него начались также судороги, хрип, начал синеть, они его положили на кровать, начали брызгать водой, чтобы он пришел в себя, но ничего не получалось. Отнесли они его к воспитателю. После чего воспитатель начал вызывать скорую, но скорая была, линия занята или что у них там было. Не смогла она дозвониться, до скорой. Позвонила директору, неизвестно через какое приехал время директор, забрал Игоря. По словам детей, также он, когда приехал, сказал детям, чтобы они его положили на покрывало и отнесли к нему. Они его положили и принесли к егошней машине, хотели его положить на заднее сиденье. После чего он уберите, он описался, и положите его в багажник. Его положили в багажник и отвезли. После на следующий день врач, который детдома есть, она сообщила детям, что последние вздохи Игорь сделал у него в машине. Инимди урган бала окуяны өзү айтып берип, баарын мойнуна алды. Бирок жетекчилик кылмышты жашыруу аракетин көрдү, дейт Якунин. Он ничего не сказал, он не извинялся. Я у него спросил, говорю, теперь я хочу, мне все это сказали, я это точно не знаю, теперь я хочу от тебя это услышать, правда ли это все или нет. Он говорит, да, правда. Я говорю, расскажи, как это случилось. Он также рассказал, только он сказал не 4-5 ударов, он сказал 1-2 удара и 3-й удар сильный. Пару ударов. Также рассказал, и все остальное. Я сегодня выкладываю видеозапись мальчика, который наносил удары Игорю, где этот мальчик признается, что он это видел, то, что он это делал, то, что он бил Игоря. И выкладу аудиозапись, где мальчик все рассказывает, как все было в этой комнате, который присутствовал и видел, как Игоря избивают. Я это все выкладу и прошу, чтобы обеспечили этому мальчику, который выклал аудиозапись, чтобы ему обеспечили безопасность, так как он находится в детском доме. И я замажу лицо мальчика, который сознается то, что он бил Игоря. Меня позвал парень Игоря этих. Потом я Игоря ударил сперва тихо, 3-4 раза тихо, а потом сильнее ударил. Потом он пошел 2-3 шага около двери пошел и упал в него. Жалгыз инисинен ажырап мөңкүрөгөн Богдан инисинин мүнөзү, кыялы, үй бүлө мүчөлөрү тууралуу айтып, энелик укуктан ажыратылган апасы уулун акыркы сапарга узатууга келбегендигин кошумчалады. Не знаю, знаете, Игорь, он никогда не был таким злым или кого-то побить хотел или что-то. Он большей частью со всеми дружил, он со всеми общался. Насколько знаю, даже я, когда хоть и брат, между братьев ссоры, это постоянное. Но у нас было очень редко.
Ну, характер у него, понимаете, не позволял. Как-то даже неохота было ругаться. О семье, да, он единственный брат был. Больше не было ни братьев, ни сестер, ну, никого. Также мать есть. Без понятия, что сейчас с ней. Связываюсь очень редко. Ну, иногда только связывался там. Ну, то, что когда случилась трагедия, ну, еще по какому-то случаю, помню, связывался. Насчет у нас с ним отцы разные. Егошнего отца я без понятия, он когда родился, егошний отец исчез. Я не знаю, где он и что. Мой отец тоже, ну, без понятия, где-то работает, что-то делает. Да, также мать лишена родительских прав. Ну, уже давно. Я только позвонил ей, сообщил, сказал, как так-то, так-то, и все. Больше я не знаю. Я не видел ее, я тупо ей сообщил. Она не была на похоронах. Я ей только после похорон сообщил. Ну, потому что я сам был в таком состоянии, ей тоже звонить. Игордун келечектеги кыялы атайын даярдыктагы аскер кызматкери болуу эле. Америкалык бир үй бүлө аны менен көп жылдан бери катташып келген. Алар Игорду жакын арада багып алып, Америкага алып кетишмек дейт агасы. Ну, понимаете, ребенок маленький, мечт очень много. Он хотел стать и спецназовцем хотел стать, и футболистом хотел стать. Но большей частью хотел полететь в Америку. Ну, как бы родители там реально были настоящие нормальные родители, не то что которые наши, которые любили, и он их любил, заботились о нем. Они Игоря очень давно знали, вроде с 5 годиков, с 5 лет его знали. Он посещал Америку 4 раза. Также они приезжали к нему сюда. Привет. Как дела? Хорошо. А говорить не умеем. Что помаши, скажи спасибо. Bye. Thank you. Нормально скажи. Thank you. Эй. Спасибо. На русском будет. Маркумдун агасы чоң турмушка аралаш элек чырпыктай кезинде адилеттүүлүк издеген бул күрөштө жан үрөп келет. Ал интернет желеси аркылуу өлкө башчыга кайрылып, бирок эч кандай майнап чыкпагандыгын айтат. Уважаемый Садыр Нуркужуевич, сегодня 19 июня 2021 года я обращаюсь к вам. Я Якунин Богдан Сергеевич, 17 лет, выпускник военно-антоновского детского дома, обучаюсь в профессиональном лицее на профессию компьютерная грамотность. Я обращаюсь к вам по поводу того, что 1 июня 2021 года. Они по-любому скрывают, потому что еще 2 числа, когда я приехал в детдом, когда уже мне дети, и когда уже этот мальчик признался в этом, тогда еще у меня было уже, получается, и аудиозапись, и видео, где я его заснял на камеру. Я это подошел, начал говорить директору, он услышал, но он ничего не ответил. И ответили только, получается, после похорон. И поэтому, когда уже я сообщил то, что, возможно, он умер от избиения, и, скорее всего, они тоже об этом знали, и специально мои слова, мое видео они захотели скрыть, чтобы когда уже захоронили, чтобы ничего не мог сделать. 3-го, когда после похорон было, они меня позвали, получается, вот похороны пришли, потом был прощальный обед, после чего они меня позвали, пригласили к себе в кабинет, директор пригласил, где я уже зашел, там присутствовала Галина Николаевна, заместитель директора, Оскар Сарадинович, директор, и был человек, мужчина Ильгиз. Он спонсор или кто, я не знаю. После чего директор у меня спросил, говорит, что ты там, что это такое. Я ему объяснил то, что вот мальчик сам пришел, признался, сам это сказал, все подтверждают, все говорят. После чего он мне начал перебивать, говорить то, что, типа, во-первых, говорит, это не из-за этого, типа, такого не было. Он начал говорить то, что у него были проблемы с сердцем, где я опять начал с ним спорить, говорить то, что у Игоря никогда не было проблем с сердцем. У него никогда не было сердечных заболеваний, также это многие подтвердить. После чего я опять начал ему объяснять эту ситуацию. Он меня как бы перебил и говорит, дело в том, что если ты будешь продолжать дальше такое нести, и также сказал то, что будто он не сам это сказал, будто мы с мальчиками, мальчики его заставили, его побили в таком плане. И говорит, начал угрожать, типа, если
дальше буду продолжать в том же темпе, там, показывать им или еще что-то делать с этими. Сказал, чтобы удалил, никому не показывал. Говорит, если буду показывать или что-то дальше что-то пытаться делать, то и они пойдут на меня заявление напишут. Бул иште маркум тараптын кызыкчылыгын коргоп жаткан жактоочу алгач жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгында маркумдун денесинде уу бар деген жыйынтык чыкканын, кайрадан комиссиялык экспертиза дайындалып, учурда анын жыйынтыгын күтүп жатышкандыгын билдирди. У меня имеется, вот сейчас я пока, это не переведенное, мне с Америки прислали документы. Документы из Америки имеются, то, что здесь доктор, которая закончила Джонс Хопкинс, университет Джонса Хопкинса, также Гарвардский университет. То есть у нее огромный стаж, большие это, и вот она дает подтверждение, то, что никакими сердечными заболеваниями, вообще мальчик был здоровый. А также, когда в Центре реабилитации беспризорных детей его переводили в этот детский дом, имеются медицинские документы, которые подтверждают, что он был абсолютно здоров. Первоначально, когда эксперт направил, значит, материалы на судебно-медицинскую экспертизу, в ней почему-то говорилось, что он отравился неизвестным ядом. И как бы когда стало это известно, мы начали требовать произведения эксгумации. Но, согласно заключению эксперта, тупая травма груди имеется, от чего именно наступила смерть ребенка. Поэтому сейчас, в настоящее время, мы считаем, что эксгумацию проводить нет, нецелесообразно, нет необходимости. И, скорее всего, здесь мы уже по результатам комиссионной экспертизы скажем. Там, естественно, возникают некоторые вопросы по заключению первой экспертизы. В связи с этим мы назначили комиссионную экспертизу, а по результатам уже комиссионной экспертизы мы уже я буду думать, что делать дальше. Яд – это легкое опьянение. А вот вопрос непонятно почему, откуда он взялся. Алкоголь внутри ребенка, организма. Откуда он появился, это неизвестно. Как бы вот этот вопрос нас смущает очень. В настоящее время, так как уже имеется заключение эксперта, на основании выводов и заключения эксперта возбуждено уголовное дело. Возбуждено по 2 статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, предварительно это, и по халатности. Дальше я буду добиваться, наверное, еще возбуждения еще по 1 статье, но это все будет после внесения комиссионной экспертизы, которую мы сейчас ходатайствовали. В настоящее время создается комиссия, медицинская комиссия, для того, чтобы дали уже заключение, комиссионное заключение. И только по результатам данной комиссионной экспертизы заключения мы уже будем работать дальше. Ал эми аталган мекеменин жетекчилиги тергөө иштери соңуна чыга электигине байланыштуу комментарий бере албай тургандыгын билдиришти.